Комментарий, лайк или просто просмотр видео – эти, казалось бы, незначительные действия в глобальной сети являются главным двигателем современного терроризма. На уловки грамотных вербовщиков может попасться кто угодно, особенно уязвима молодежь. В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, в которые вовлекают молодых людей. يسق ووش ازدقس اختحور بما على في انترنتي حاجه شيء برس موترج قدر لايكج تاخوجي دقنخ حيج بولو يرتحم خليجي يرمسنا حجابليه اشتتو чего-то. Задача этого семинара состоит в том, чтобы совместными усилиями выработать общий механизм противодействия экстремизму и терроризму. Многие молодые люди с каждым годом становятся все грамотнее в вопросах разоблачения уловок экстремистов и знают, как действовать в различных ситуациях. Если вдруг мы найдем в парке или в другом месте бесхозную сумку, надо сообщить взрослым, поставить об этом в известность, трогать нельзя. Если в интернете мы находим что-то подозрительное, нельзя нажимать, и комментарии оставлять тоже нельзя. Мы не имеем права оставлять свои личные данные. Идеология терроризма и экстремизма в основном преподносится под видом борьбы за справедливость и чистоту религии, а по факту является рычагом достижения целей путем запугивания и насилия. Детям второй школы селения Сурхахи разъясняют эту тему еженедельно на уроке ОБЖ. По словам учителей, важно именно в школьном возрасте донести до ребенка, что правильно, а что нет. Это общая болезнь крупного масштаба, планета до болезни. Сюда убежище они, арда и самдик, самые опасные в интернете череде. Они один на один с телефоном остаются очень часто, особенно в ночное время. Я бы порекомендовал родителям, чтобы ночью телефоны у них отключались. Они остаются один на один с телефоном, с сайтом açıp один маля. Ролики же аштус заманивать биржт. Вот худятся, днем-то они заняты своими повседневными делами, школой, домашними заботами. А в ночное время я бы порекомендовал бы родителям, опекунам, чтобы телефоны отключались у них. В День солидарности борьбы с экстремизмом и терроризмом классные часы и лекции проходят во всех учебных заведениях страны. В этой школе не ограничились одним уроком и провели конкурс рисунков «Скажи терроризму нет». Идрис Ижиев, Магомед Дарсигов, Новости 24.